Транспорт, который необходим. Автопарки школ и медицинских учреждений обновляются. Всего 18 единиц автотранспорта. Из них 6 в помощь медикам и 12 для школ. Красивые, новенькие, а главное практичные. Зара Картоева внимательно осматривает салон микроавтобуса. Директор второй школы Магаса, которая открылась в прошлом году, не нарадуется. Транспорт им был просто необходим. Для того, чтобы мы могли вывозить детей в театры, в музеи, на экскурсии. Это необходимо и в плане образовательной программы, воспитательной программы. И я думаю, что вот это сказать, я хочу сказать от имени всех присутствующих руководителей огромное спасибо главе республики, правительству нашему министерству за то, что приоритетом на сегодня является образование и здравоохранение. А внимание действительно уделяется должное, ведь около 80 школ ранее уже получили свой транспорт, а в этом году их вручают еще 12 учреждениям. Речь идет об автобусах ПАЗ, «Газель», а также микроавтобусах марки «Форд». Ими обеспечены как городские, так и сельские школы, в том числе и коррекционная школа «Детский сад» в Сунже и начальная в Бердюрте. Поздравить и лично вручить ключи приехал глава Ингушетии. Новый транспорт получили и лечебные организации. Это вот такие мини-кареты скорой помощи. Всего 6 легковушек марки «Лада Гранта» и УАЗ «Патриот». Они будут на вооружении больниц Назрани, Карабулака, Малгобека, Сунжинского и Малгобекского районов. Машины будут использовать для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биоматериалов для исследований. Мы работаем в условиях пандемии, довольно серьезное положение. Скорые-то у нас есть. Но и обещают нам обновить наш автопарк, в смысле скорых. А для обслуживания просто вызовов не ковидных, имеется в виду, без коронавируса больным, значит, у нас, если скорые заняты на эту службу, то оставалась эта служба немножко без и транспорта, и условий. Значит, эти машины мы планируем использовать и для участковой службы. У нас довольно серьезные бывают там, значит, разные такие внутренние работы, поэтому это действительно хорошая помощь. О том, что это своевременная мера поддержки в условиях пандемии, отметил и глава Ингушетии, ведь потребность в транспорте в этот непростой период резко выросла. Пополнение автопарков стало возможным благодаря распоряжению правительства России. Махмуд Али Калиматов обратил внимание профильных министерств на ответственность за эксплуатацию автотранспорта. Мы и в том году, и в этом году достаточно получаем помощь от правительства, и огромное внимание нам уделяет президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выделяется специально с учетом тех обстоятельств, условий, в которых работают и школы наши, Министерство образования, и Министерство здравоохранения, врачи. Сегодня я хотел бы, чтобы каждый работник министерства, каждый директор школы, главный врач больницы, он понимал, что необходимость транспорта, она обязательно, где есть, туда должны направляться эти автомобили. Я думаю, что справедливость и требовательность по заявкам руководителей больниц, школ, эти вопросы решаются. И я думаю, очень важная роль отводит здесь водителям. Водители должны очень внимательно относиться. Это не с неба падает. Я хочу, чтобы вы понимали. Лоры ешь, кубишь, лиль ешь, машиниш. Потому что когда ее не хватает, это где-то кого-то не довезли вовремя, где-то детей оставили на улице, промерзли они. Понимаете, много таких возникает вопросов. При этих обстоятельствах я хотел бы просто сказать вам, что сегодня очередной праздник для того, чтобы вот этот транспорт великолепный, он уютный, он специализированный, что он принесет вам тепло, радость, больным, вам,
и детям. В конце прошлого года Ингушетия также получила 22 кареты скорой помощи, включая 10 реанимобилей класса С. Не считая их, по распоряжению правительства страны за последние 3 года региону выделили свыше 80 автомобилей скорой медицинской помощи. Все это говорит о динамичном и правильном курсе развития. Улучшить материальную базу любой организации – это все-таки стимул для улучшения эффективности, для повышения эффективности работы. Все-таки, тем более, если это связано с наличием автотранспорта. Он как жизненно необходимый. После торжественной церемонии вручения ключей машины отправляются по учреждениям. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.